Всё поняла. Добрый день, уважаемые родители, специалисты. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Меня зовут Игнатова Ярослава Игоревна. Я являюсь учителем-логопедом МАДУ детский сад 61 города Сыктывкара. Также я являюсь учителем-логопедом консультационного центра Коми Республиканского института развития образования. И сегодняшний наш вебинар посвящен логопедическому словарю для родителей. Почему возникла такая тема? Потому что часто родители, обращаясь к логопедам, к другим специалистам, и другие специалисты пользуются различной терминологией, которая недостаточно понятна для родителей, может быть, для воспитателей, кто работает с детьми, у которых речевые проблемы. И вот сегодня на нашем вебинаре мы с вами рассмотрим основные термины логопедического словаря. Так, ну и начнем, конечно, естественно, с буквы А. Так, что же такое у нас? Автоматизация звука. Автоматизация звука – это этап при коррекции неправильного звукопроизношения, следующий после постановки нового звука, направлен на формирование правильного произношения звука в связанной речи. Заключается в постепенном последовательном введении поставленного звука в слоги, в слова, в предложения, в самостоятельную речь. То есть вся система постановки звука, она заключается в том, что сначала идет постановка, а в последующем у нас идет автоматизация. Как уже вот я сказала, идет в слогах, в словах и предложениях. Затем выводится в самостоятельную речь и контролируется в самостоятельной речи. Об автоматизации звуков мы с вами уже тоже говорили на предыдущих вебинарах. Записи их можно будет посмотреть на сайте Криро. Следующий у нас термин – это аграмматизм. Что же такое аграмматизм? Аграмматизм – это нарушение речевой деятельности, выражающееся в неправильном использовании грамматической системы языка. Различает импрессивный аграмматизм, то есть ошибки в понимании значения грамматических конструкций, а также экспрессивный аграмматизм, ошибки в грамматическом оформлении активной речи. Аграмматизмы возникают вследствие поражения определенных речевых зон коры головного мозга. Также аграмматизмы могут быть компенсированы в результате специального восстановительного обучения. Чаще аграмматизмы встречаются у деток, которым поставили заключение общее недоразвитие речи. Об этом мы поговорим дальше. Также мы затронем, что такое импрессивная речь и что такое экспрессивная речь. Дальше следующий у нас термин – это алалия. Достаточно в последнее время часто встречающийся. Что же такое алалия? Алалия – это отсутствие или недоразвитие речи у детей при нормальном слухе и первичном сохранном интеллекте. Причиной алалии чаще всего является билатеральное поражение коры головного мозга при родах, а также мозговые заболевания или травмы, перенесенные ребенком в доречевой период жизни. Тяжелые степени алалии выражаются у детей полным отсутствием речи или наличием лепетных отрывков слов. В более легких случаях наблюдаются зачатки речи, характеризующиеся ограниченностью запаса слов, аграмматизмом, затруднениями в усвоении чтения и письма. Также алалия, различает алалия, это моторная и сенсорная. Сенсорно встречается не так часто, но хотя в последнее время уже рост ее увеличился. И бывает смешанная форма, сенсомоторная алалия. Моторная алалия характеризуется преимущественно недоразвитием звуковой экспрессивной стороны речи, то есть активной речи, при недостаточно сохранном ее... характеризуется преимущественно недоразвитие звуковой экспрессивной стороны речи при достаточно сохранном ее понимании. То есть ребенок понимает обращенную речь, но речевое высказывание затруднено. Бывает полное отсутствие, то есть либо какие-то маленькие словечки, аморфные слова, о которых поговорим.
либо звукоподражание, но ребенок не может выстроить полностью, даже словосочетание не может, простую фразу из двух слов не может составить. Это у нас моторная алалия. Сенсорная алалия характеризуется тем, что отсутствует или частично отсутствует понимание речи. То есть ребенок не понимает обращенного к нему вопроса. То есть дети знают бытовые какие-то, то есть бытовые вопросы понимают, которые родители произносят, постоянно спрашивают, да, то есть он уже ориентируется, уже знает, как взаимодействовать, как оречевлять этот вопрос или как относиться к этому вопросу. А бывает, когда вопрос для ребенка не постоянно звучал, то тогда ребенок уже затрудняется в его понимании. Это называется сенсорная алалия. Ну и сенсомоторная алалия, смешанная алалия, это когда уже трудности и в произносительной стороне речи, и в понимании обращенной речи. Дальше следующий у нас идет термин алексия. Ну, такой достаточно редко встречающийся. Это частичка отрицания, да, у нас, если вы посмотрите, везде у нас алалия, да, алалия, отрицание, алалия, это у нас речь, вот, это приставка со значением отрицания. Также тоже алексия, то есть невозможность процесса чтения. Так, дальше мы посмотрим с вами. Что такое артикуляция? Артикуляция – это деятельность речевых органов, связанных с произнесением звуков речи, различных их компонентов, составляющих слоги и слова. То есть артикуляция – это артикулема звука, то есть как положение языка при произнесении какого-то звука всех органов артикуляции, которые помогают нам произнести какой-то определенный звук. Что же такое артикуляционный аппарат? Это совокупность органов. Да? То есть артикуляция – это направлена на один звук определенного какого-то звука. Значит, да? Артикуляционный аппарат – это совокупность органов, обеспечивающих образование звуков речи, артикуляцию, включая голосовой аппарат, мышцы глотки, гортани, языка, мягкого неба, губ, щек и нижней челюсти, зубы и другие. То есть все, что нам помогает произнести определенные звуки, слова, слоги, это все у нас артикуляционный аппарат. Дальше следующий термин – это у нас афазия. Афазия – полная или частичная утрата речи, обусловлена локальными поражениями головного мозга. В отличие от алалии, афазия – это потеря речи. Возможно, она при черепно-мозговых травмах, либо при инсультах. Ну, и больше она относится к взрослым, нежели к детям. Дальше. Афония – это отсутствие звучности голоса при сохранности шепотной речи. Непосредственная причина афонии – несмыкание голосовых связок, вследствие чего при фонации происходит утечка воздуха. То есть ребенок или взрослый не может взаимодействовать с своим голосовым аппаратом. Так, дальше. Следующее у нас. Так, ну давайте посмотрим, что такое аморфные слова. Этот термин я уже произносила. Это грамматически неизменяемые слова корни, аномальные слова детской речи, слова фрагменты, в которых сохранены только части слова. Слова звукоподражания, слова слоги, которым ребенок обозначает предметы действия, ситуацию, контурные слова, в которых правильно воспроизводится ударение и количество слогов. Ну, предположим, например, в звукоподражание. Понятно, что ребенок говорит, например, слово корова заменяет му, кошка мяу заменяет. Части слова, то есть, если, например, есть машина, да, Тина говорит ребенок. Либо, может быть, сказать контурное слово да-да-да, сковорода, предположим, да, да-да-да. То есть он правильно произнес количество слогов,
Так, ударение поставил правильно, а слово непонятно, значит, да, то есть произнесение только слога одного. Вот это называется аморфные слова. Так, дальше мы пойдем с вами. Что же такое брадилалия? Брадилалия – это патологически замедленный темп речи. То есть при брадилалии, ну, как уже сказала, замедляется темп речи, разговаривает человек медленно, но при этом он проговаривает слова не полностью проговаривая слова, не съедая ни окончания, ничего. Так, гомоцизм. Так, ну вот давайте посмотрим. Дальше мы уже будем разбирать с вами такие понятия, как дизартрия, дислалия и вот нарушение звукопроизношения. Тоже конкретно у нас идет вот по звукам. Гомоцизм – это недостаток произношения звуков г и г. Если ребенок не произносит эти звуки, заменяет эти звуки, это называется гомоцизм. Следующий очень большой такой термин и раздел – это дизартрия. Что же такое дизартрия? Дизартрия – это нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Иннервации подвижности. Мы тоже рассмотрим этот термин чуть подальше. Дизартрия – это расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации подвижности мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи. При тяжелых поражениях возникает анартрия, когда совершенно не может ребенок произнести никакие слова даже, не то, что мы говорим о фразе какой-то. Даже простые слова затрудняются. Что же делать? При подозрении на дизартрию проводится неврологическая диагностика. Может производиться электроэнцефалография, ЭЭГ, электромиография, ММГ, электронейрография, ННГ и магнитно-резонансная томография, МРТ головного мозга. Чтобы определить вот все эти очаги поражения, которые способствуют именно дизартрии, возникновению. Логопедическое обследование устной и письменной речи – это уже обследует логопед. Затем коррекционная работа при дизартрии включает и лечебное, естественно, воздействие, медикаментозные курсы, лечебную физкультуру, массажи различные, логопедические занятия в структуру входят дизартрия и артикуляционное проведение различных артикуляционных гимнастик, логопедических массажей. Вся система данной работы над диагнозом, таким заключением дизартрия, естественно, они дают достаточно хороший положительный результат. Логопедия и дизартрия входят в тройку наиболее распространенных форм нарушения устной речи, по частоте уступая лишь дислалия и, ну, естественно, опережая лалию. Поскольку в основе патогенеза дизартрии лежат органические поражения головного мозга и центрально-периферической нервной системы, данное речевое нарушение также изучают специалисты в области неврологии и психиатрии. Поэтому если вы, разговаривая с ребенком, слышите, что вот какая-то каша во рту у него, что он нечетко, вроде бы звук есть, а произношение в речи нечеткое, то уже можно сразу же обращаться к неврологу с вот этим скомканной речью. Тогда будет уже пойдет полное обследование ребенка, чтобы провести и понять, что же действительно дизартрия, может быть стертая дизартрия, когда. Вот. Так что дизартрии тоже бывает очень много, и корковые, и подкорковые, и мозжечковые дизартрии, и бульбарные, и псевдобульбарные. Но мы сейчас вдаваться в это не будем. Это уже прерогатива специалистов. Так что обратите внимание именно на речь ребенка,
когда вы с ним разговариваете. Если вот вы чувствуете вот такая каша во рту, значит, надо уже думать, что с ребенком, и обращаться к специалистам. Дальше следующий у нас диагноз речевое нарушение, называется дислалия. Это нарушение звукопроизношения при нормальном слухе, сохранной иннервации речевого аппарата. Это различные дефекты звукопроизношения у лиц, в данном случае рассматриваем детей, с нормальным слухом, с сохранной иннервацией артикуляционного аппарата, то есть подвижностью артикуляционного аппарата, то есть нету никаких у него отклонений языка, либо там может быть, как при дизартрии, подъем, короткая уздечка, не работает утолщенный язык. Вот. Это при дислалии тоже может быть, но немножко по-другому выглядит. И артикуляционные упражнения ребенок выполняет намного лучше, четче, и коррекция идет быстрее у дислаликов, нежели у дизартриков. Так, чем проявляется, как проявляется дислалия? Это бывает отсутствие, замена, смешение или искажение звука в устной речи. При дислалии проводится логопедическое обследование, строение и подвижность речевого аппарата, состояние звукопроизношения и фонематического слуха. При необходимости может быть нужна консультация стоматолога, невролога, отоларинголога. Логопедическое воздействие при дислалии включает 3 этапа. Это подготовительное формирование привычных произносительных навыков, формирование коммуникативных навыков. Какие же причины могут быть дислалии? То есть у нас дислалия бывает механическая, бывает функциональная дислалия. Какие же бывают причины? Механическая дислалия – это в основе неправильного звукопроизношения. При механической дислалии лежат органические дефекты периферического артикуляционного аппарата, языка, губ, зубов, челюстей. Среди аномалий строения языка и губ, приводящих к дислалии, встречаются. Короткая уздечка может быть, она может быть и также при дисартрии, может быть. Также при укороченной подъязычной связке прежде всего страдает произношение верхнеязычных звуков. Это шипящих звуков, звуков Л, Р, то есть сонорных звуков. Также может быть при дислалии макроглосия, это массивный язык, и микроглосия, это узкий маленький язык. Макро- и микроглосия обычно наблюдаются у детей с общим физическим или умственным недоразвитием. Могут быть встречаться толстые малоподвижные губы. При аномалиях губ отмечаются дефекты губных и губнозубных звуков. Губные Б, например, как П, да, В, Ф, губнозубные звуки. Анатомические дефекты зубно-челюстной системы, обуславливающие механическую дислалию, могут иметь и врожденный характер, либо возникнуть вследствие заболеваний, либо каких-либо травм. Дефекты строения костной основы речевого аппарата представлены неправильным прикусом, глубоким, перекрестным, открытым, может быть прогиния, это когда челюсть вперед выходит, да, у нас, либо прогнатия, когда верхняя челюсть вперед выходит. Также могут быть аномалии зубных рядов, диастемами, редко расположенными или мелкими зубами, также высоким, узким, готическим или низким, плоским верхним небом. То есть это все функциональные, механические, при механической дислалии может быть. Также следует отметить, что нарушение произношения связано с такими органическими дефектами речевого аппарата, как расщелины верхней губы и мягкого и твердого неба, относятся не к дислалии, а к ринолалии. О ринолалии мы поговорим еще немножко позже. В нашем словаре тоже есть такой термин. Так, теперь найдем причины функциональной дислалии. При функциональной дислалии строение артикуляционного аппарата не изменено. То есть отсутствует органическая основа для нарушения звукопроизношения. В этом случае причинами дислалии выступают неблагоприятные социальные и биологические факторы.
Ну, социальные факторы – это подражание детей неправильной речи взрослых, торопливой, косноязычной, диалектной речи, подражание взрослых детскому лепету, сюсюканье. Также могут быть случаи билингвизма, когда в семье есть двуязычие. То есть могут разговаривать и на русском языке, и на коми-языке, и на других языках, предположим. Тогда тоже могут встречаться, проявляться дислалия. Часто очень бывает, что в коми-языке не произносятся определенные звуки русского языка, и родителям сложно перестроиться для того, чтобы научить ребенка правильно говорить, и вот происходят такие замены, да. Ну, вы знаете, да, нету звука «х» в коми-языке, заменяется на «к». Естественно, это тоже ребенок переносит, предположим, не произносит слова со звуком «х», да. Например, говорят не хлеб, а хлеб, да. Вот. Также мягкие свистящие, они заменяются на «щ» звук, и тоже это может относиться к функциональной дислалии, когда у ребенка звук присутствует изолирован, но в речи он им не пользуется, этим звуком. Так, ну и, естественно, какой еще социальный фактор – это педагогическая запущенность. То есть родители никак не реагируют на речь ребенка, и ребенок развивается, как говорится, сам по себе. Вот, и его не исправляет, то есть как говорит, так и продолжает говорить. Ну и биологические факторы – это может быть общая физическая ослабленность, это у соматически ослабленных детей, то есть часто болеющих детей. Может быть минимальная мозговая дисфункция ММД, способствующая запаздыванию речевого развития ребенка и несформированности фонематического слуха, речевых укладов и их переключений. Вот это у нас вкратце, что мы можем сказать о дислалии. Что такое дислексия? Дислексия, вот мы уже говорим, алексия говорили, когда полная у нас отсутствие, то есть ребенок не может, сейчас не может читать, то дислексия – это частичное специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное несформированностью, нарушением высших психических функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера. Дислексия встречается в школьном возрасте, когда уже ребенок начинает активно читать, и тогда, естественно, нужна коррекция школьного логопеда для того, чтобы устранить основы дислексии. Так. Дальше следующий школьный такой тоже термин – дисграфия называется. Так, дисграфия – это частичное специфическое нарушение процесса письма, обусловленное несформированностью, нарушением высших психических функций, проявляющихся, повторяющихся ошибках стойкого характера. О профилактике дисграфии мы тоже с вами уже говорили на нашем вебинаре. Также можно зайти на сайт консультационного центра и посмотреть записи наших вебинаров, где я рассказывала о том, как можно избежать ошибок в школьном возрасте и как ребенка подготовить к правильной письменной речи. То есть у нас есть устная речь и письменная. В дошкольном возрасте развивается больше устная речь, ну а в школьном возрасте это, конечно, направление к устной речи подключается письменная речь. И вот эти ошибки, постоянно встречающиеся на письме, когда заменяет ребенок звонкие, глухие, не слышит, например, гласных, безударных звуков не слышит, и все это отражается на письме. И постоянно повторяющиеся ошибки, они относятся к дисграфии. То есть они носят стойкий характер. То есть это не от того, что ребенок безграмотный, а от того, что вот у него есть такие нарушения органического происхождения. Так, дальше. Посмотрим. Что же у нас такое задержка речевого развития? Очень часто приходят родители, у которых детки маленькие, и им ставят задержку речевого развития, ЗРР. Это отставание речевого развития от возрастной нормы речевого развития в возрасте до 3 лет.
То есть ребенок не разговаривает, он может понимать обращенную речь, то есть все, что говорит взрослый, выполняя какие-то инструкции, но при этом он не оречевляет свои действия. Либо речь носит такой лепетный характер, также замены происходят слов, аморфные слова встречаются. Вот. Это у нас задержка речевого развития. Следующий у нас термин заикание. Ну, это, я думаю, достаточно распространенный термин, и нарушение такое, оно не так часто встречается, но есть заикание. Это нарушение темпа ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Чаще возникает заикание у деток до 5 лет. Следующее у нас термин – это звукоподражание. Мы уже обговорили с вами чуть выше, что такое звукоподражание. Это условное воспроизведение звуков природы и звучания, сопровождающих некоторые процессы – смех, свист, шум и так далее, а также криков животных. Мы уже про крики животных говорила. Также как могут звукоподражания выражаться. Вот, звуки природы – кап-кап, вода капает. Это шумят листья, например, да? Жужжит жук. Вот это все является звукоподражанием. Могут быть подражания, получается, бытовые у нас, окружающей действительности звукоподражания. Вот. Ну, естественно, животных, насекомых каких-то, птиц. Дальше, следующее у нас идет импрессивная речь. Это что же такое импрессивная речь? Это восприятие и понимание речи. Или, как еще по-другому, процесс понимания речевого высказывания, устного или письменного. Начинается с восприятия речевого сообщения, слухового или зрительного. Затем проходит стадию декодирования сообщения, то есть выделения информативных моментов. И, наконец, завершается формированием во внутренней речи общей смысловой схемы сообщения, ее соотнесением со смысловыми семантическими структурами и включением в определенный смысловой контекст, собственно, пониманием речи. Почему мы говорим понимание? Еще импрессивную речь называют сенсорная речь. То есть, когда ребенок, вот мы уже говорили о сенсорной алалии, да, когда ребенок не понимает обращенную речь, то, что говорит взрослый, либо другие дети, то есть его спрашиваешь об одном, а у него появляется, если ребенок говорящий, то набор каких-то слов с включением, может быть, тех слов, которые вы в вопросе задали. Вот, то есть какой-то набор. То есть ребенок сам не понял, что информация не дошла и не переработалась у ребенка, и поэтому он не понимает вашего высказывания, вопроса. Дальше посмотрим. Вот, дошли мы до иннервации. Что такое иннервация? Это обеспечение органов и тканей нервами и, следовательно, связи с центральной нервной системой. Иннервация – это подвижность. То есть в нашем случае, когда мы рассматривали с вами про дизартрию говорили, мы говорили о недостаточности иннервации речевого аппарата, то есть подвижности речевого аппарата. То есть связь с центральной нервной системой ограничена. Следующий у нас термин идет капацизм. Но это тоже относящийся у нас к нарушениям речи, нарушениям звукопроизношения, как может быть при дислалии и дизартрии, или при алалии тоже может быть. Это капацизм, недостаток произношения звуков к, когда ребенок не произносит. То есть тоже бывают такие случаи, когда, казалось бы, вроде звук несложный, а ребенок не может произнести. То есть также нарушена подвижность языка, ребенок не может отвести вглубь языка язычок и выдохнуть звук «к». Да, и бывают замены, не проговаривает звук, упускает звук в словах. Это называется капацизмом. Следующий термин – компенсация. Компенсация – это сложный многоаспектный процесс перестройки психических функций при нарушении или утрате каких-либо функций организма. Ну и вот у нас мы можем сказать, что если какие-то компенсаторные задатки у ребенка, когда мы с ним в системе работаем, да, то есть вот если у нас есть
дизартрия, да, и может ли быть выход из дизартрии, тяжелой, например, дизартрии, да, и когда уже у ребенка сформировалось и звукопроизношение, да, и речь более стала понятна. То есть произошла компенсация некая. То есть вот этот процесс перестройки. Так, следующий у нас термин – это ламдацизм, неправильное произношение звуков Л. Мы уже останавливаться на этом не буду, мы пойдем дальше с вами. Так, следующий термин, логопедия, это понятно, что за термин, наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления, устранения средствами специального обучения и воспитания. Следующий термин – логопедический массаж, который это одна из логопедических техник, способствующая нормализации произносительной стороны речи и эмоционального состояния лиц, страдающих речевыми нарушениями. Логопедический массаж может проводиться при различных нарушениях, чаще при дизартрии, может при ринолалии, обязательно логопедический массаж может проводиться. И по усмотрению как специалистов. Может быть при функциональных каких-то нарушениях проводится, это на усмотрение все-таки специалистов, логопеда. Проводится логопедический массаж. Мы тоже с вами уже об этом говорили. Для чего проводится массаж? Также был вебинар, посвященный этой теме, поэтому также посмотрите в записях наших вебинаров. Логорея. Что же такое логорея? Это безудержный, бессвязный речевой поток, часто представляющий пустой набор отдельных слов, лишенных логической связи. Это бывает еще, когда очень люди быстро говорят и называют логореей. Видите, часто он все-таки носит не лишенный логической связи. Поэтому логореей могут также страдать дети сенсорной алалии, могут быть, да, дети. Дальше следующий у нас термин логоритмика. Это система двигательных упражнений, в которых различные движения сочетаются с произнесением специального речевого материала. Очень хорошо логоритмику использовать для маленьких деток, потому что в движении хорошо запоминаются и тексты, и идут ритмы, и сочетание с музыкой, и детки очень хорошо втягиваются в логарифмические упражнения. Нравится, как еще говорят, логаритмика или речь с движениями. Под музыку много очень у нас сейчас детских песенок, специально разработанных для деток, для маленьких деток. Все это можно найти, конечно, на просторах интернета. Дальше, мы говорили уже с вами про макроглоссию и микроглоссию. Это патологическое увеличение языка наблюдается при аномальном развитии и при наличии в языке хронического патологического процесса. И микроглоссия – это аномалия развития малого, то есть малые размеры языка, что может быть при механической дислалии, не только дислалии, но и при дизартрии тоже может быть, тоже встречается. Дальше, следующий термин называется у нас мутизм. Мутизм – это прекращение речевого общения с окружающим вследствие психической травмы. То есть, когда ребенок абсолютно не хочет идти на контакт. То есть, ни с мамой, ни с папой. То есть, закрывается и живет своим миром. Может относиться к аутизму, может и не относиться к аутизму. Дальше, следующий термин – это нарушение голоса, отсутствие или расстройство фонации вследствие патологических изменений голосообразующего аппарата. Это тоже может быть какое-то органическое поражение. Следующий у нас термин – нарушение речи. Нарушение речи – это отклонение в речи говорящего от языковой нормы, принятой в данной языковой среде, проявляющейся парциальных, частичных нарушений звукопроизношения, голоса, темпа и ритма и так далее, и обусловлено расстройствами нормального функционирования психофизиологических механизмов речевой деятельности.
Вот это у нас, то есть все, что у нас связано с речью, будет относиться к ее нарушениям, да, то есть и голос, и звукопроизношение, и ритм, и темп, все это у нас нарушения будут. Следующий у нас термин, такой достаточно объемный, общее недоразвитие речи, ОНР. Это различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящейся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. Нарушение формирования всех сторон речи, звуковой, лексико-грамматической, семантической. При различных сложных речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом, полноценным слухом появляется общее недоразвитие речи. Проявление общего недоразвития речи зависит от уровня несформированности компонентов речевой системы, могут варьировать от полного отсутствия общеупотребительной речи до наличия связанной речи с остаточными элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. ОНР выявляется в ходе специального логопедического обследования. Коррекция ОНР предполагает развитие понимания речи, обогащение словаря, также формирование фразовой речи, грамматического строя языка, полноценного звукопроизношения. По клиническому составу категория детей с ОНР бывает очень неоднородна, в связи с чем ее делят на 3 группы. Вот есть неосложненные формы ОНР. Это могут быть у деток минимальная мозговая дисфункция, может быть недостаточная регуляция мышечного тонуса, моторных дифференцировок, незрелость эмоционально-волевой сферы. Следующая форма – это осложненная форма ОНР у детей с неврологическими, психопатологическими синдромами, церебростеническими, гипертензионными, гидроцефалическими, судорожными, гипердинамическими и другими осложнениями. Ну и грубое недоразвитие речи у детей с органическими поражениями речевых отделов головного мозга, например, премоторной алалии. Но в логопедии выделяются, это вот мы с вами рассмотрели формы, я назвала, а еще выделяют степени. Есть 4 степени речевого развития, общего недоразвития речи. Первый уровень речевого развития, первый уровень ОНР, как мы говорим, это безречевые дети. Такая общеупотребительная, когда общеупотребительная речь... Так, вот все, мы нашлись. Пропало у нас куда-то видео. Так, итак, значит, то есть безречевые дети – это первый уровень ОНР. Второй уровень общего недоразвития речи – это начальные элементы общеупотребительной речи, характеризующиеся бедностью словарного запаса, ну, естественно, аграмматизмы, фонетические нарушения. Тут только начинает формироваться простая фраза на втором уровне. Ну и третий уровень речевого развития появляется развернутая фразовая речь с недоразвитием ее звуковой, смысловой стороны. Четвертый уровень – это остаточные пробелы в развитии фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон речи. Так, что же может быть в анамнезе общего недоразвития речи? Почему появляется? Естественно, это может быть внутриутробная гипоксия, резус-конфликт, ротовые травмы, асфиксия. В раннем детстве могут быть черепно-мозговые травмы, частые инфекции, хронические заболевания. Может быть также фактором ОНР – это неблагоприятная речевая среда, дефицит внимания, общения, и еще больше тормозят течение речевого развития. Как мы уже говорили, не только звукопроизношение может быть нарушено при педагогической запущенности, но и формироваться, и плюс еще общее недоразвитие речи. Для всех детей с ОНР характерно позднее появление первых слов к 3-4 годам, иногда даже к 5 годам появляются первые слова.
Речевая активность детей снижена, речь имеет неправильное звуковое и грамматическое оформление. Речь мало понятна, вследствие неполноценной речевой деятельности страдает память, внимание, познавательная деятельность, мыслительные операции. Детям с ОНР присуще недостаточное развитие координации движения, общей, тонкой и речевой моторики. То есть не могут ребенок делать общие упражнения, так же, как вот пробы выполняются, постоять на одной ножке, подпрыгнуть или еще что-то, то общее у нас моторика. Тонкая моторика, когда не может ребенок руками выполнить какие-то мелкие действия, сделать пальчиковую гимнастику, это у нас будет относиться как раз к тонкой моторике. Ну и речевая моторика – это и артикуляционная моторика, как мы уже говорили с вами. Вот это у нас общее недоразвитие речи. Следующий у нас термин, вот идет отраженная речь. Также встречается, родители бывает спрашивают, что такое отраженная речь. Отраженная речь – это повторенная за кем-либо речь. То есть, когда дается задание, отраженно повторить, например, слово, то есть взрослый говорит, ребенок повторяет. И либо фразу точно так же. Взрослый говорит, ребенок повторяет. Следующий термин – пальчиковые игры. Ну, я думаю, что ничего сложного, все понятно. Это общепринятое название занятий на развитие мелкой моторики у детей. Пальчиковые игры – это игры с пальцами. Об этом мы тоже с вами уже говорили на наших вебинарах. Так, следующий. Ну, вот тоже достаточно объемный такой заключение есть в логопедии, это как ринолалия. Что же такое ринолалия? Это нарушение, ринолалия – это расстройство артикуляции, голосообразования, обусловленное дефектами строения и функционирования речевого аппарата. Ринолалия характеризуется грубыми искажениями звукопроизношения, назализацией согласных и гласных звуков, вторичным нарушением фонематических процессов письменной речи, недоразвитием лексико-грамматической стороны речи, но это может быть уже вторично. Как вы уже видите, это происходит от неправильного направления выдыхательной струи вследствие органических дефектов носоглотки, носовой полости, мягкого твердого неба, либо расстройств функции мягкого неба. Диагностическое обследование при ринолалии включает консультацию отоларинголога, челюстно-лицевого хирурга, логопеда для выявления анатомических и функциональных дефектов артикуляционного аппарата и степени нарушения всех сторон речи. С целью преодоления ринолалии может проводиться хирургическое, физиотерапевтическое, ортодоническое лечение, психотерапия, ну и, естественно, логопедическая работа. Какие же могут быть причины возникновения ринолалии? По времени возникновения открытая органическая ринолалия может быть врожденной или приобретенной. Врожденная открытая ринолалия встречается у детей с расщелинами мягкого или твердого неба, волчья пасть, расщепление альвеарного отростка верхней челюсти и верхней губы, это заячья губа, укорочением мягкого неба, раздвоением или отсутствием маленького язычка, скрытыми сумбукозными расщелинами твердого неба. Причинами врожденных расщелин лица может служить заражение беременной на ранних сроках. Это токсиплазмозом, гриппом, может быть краснуха, паротит и другие инфекции. Контакты с ядами, химикатами, другими вредными веществами. Курение, употребление наркотиков и алкоголя во время беременности. Стресс, эндокринные нарушения у будущей мамы. Критическим периодом для формирования расщелин лица служит 7-8 неделя эмбриогенеза. Вот такая ринолалия, конечно, тут тоже нужна система работы и медицинской, и логопедической коррекционной работы. Ну, встречается не так часто ринолалия. Следующий у нас термин – ротацизм. Расстройство произношения звуков р. Относится и дислалии, и дизартрии. Следующий у нас термин сенсорный. Это чувственный, чувствующий, относящийся к ощущениям. Чувственный опыт, мы говорим, это у нас
вот сенсорная алалия, я вам говорила, то, что непонимание, да, импрессивная речь, сенсорная речь, да, то есть тоже понимание, то есть вот эти взаимосвязи. Ну, что у нас сенсорно? Сенсорно у нас есть эталоны, да, это величина, цвет, величина, размер фигуры, то есть это к сенсорным эталонам относится. А также у нас к сенсорике относятся все чувственные, ну, тактильный, звуковой, то есть то, что мы говорим с вами, вкусовые анализаторы, все это к сенсорике относится. Следующий у нас термин сигматизм. Расстройство произношения свистящих звуков и шипящих звуков. Может быть сигматизм шипящих звуков. Следующий термин соматический. Этот термин применяем для обозначения разного рода явлений в организме, связанных с телом в противоположность психике. То есть соматическое здоровье – это общее здоровье ребенка. Мы говорим соматически ослаблен, то есть часто болеющий ребенок тоже. Слабое здоровье. Дальше следующий у нас идет это сопряженная речь. Что такое сопряженная речь? То есть мы говорили, что есть отраженная, то есть повтор за взрослым произнесение каких-либо там слов, фраз. А сопряженная – это совместное одновременное повторение двумя или более лицами произнесенных кем-либо слов или фраз. То есть сопряженная – это вместе. Отраженная – это за кем-то повторяется. Так, следующие у нас термины. Ну вот быстренько посмотрим мы. Судороги – это непроизвольное сокращение мышц, возникающее при эпилепсии, травма головного мозга, спазмофилин и других заболеваниях. Тахилалия – нарушение речи, выражающее чрезмерной быстроте ее темпа, 20-30 звуков в секунду. Родственное по своей природе батаризму слова, но при батаризме ребенок или взрослый может упускать какие окончания слов, не договаривать слова. При тахилалии проговариваются все слова. В отличие от последнего, тахилалия представляет собой отклонение от нормальной речи только в отношении ее темпа при полном сохранении фонематического оформления, а также лексики и грамматического строя речи. Как я уже сказала. Что такое тремор? Тремор – это ритмические колебания движения конечностей, головы, языка и так далее при поражении нервной системы. То есть то же самое тремор мы можем наблюдать, как и общий, предположим, в руках может быть тремор. Также может быть тремор языка, когда ребенок не может удержать какую-то артикуляционную статическую позу. И мы наблюдаем, что язычок у ребенка в движении находится, в треморе. Так, следующий такой достаточно фонетика, фонематическое недоразвитие, такой термин объемный. Это несформированной звуковой стороны речи, характеризующейся фонетическими и фонематическими дефектами. Главным определяющим признаком ФФН, фонетико-фонематическое недоразвитие называется еще коротко ФФН, является незавершенность формирования процессов произношения и восприятия фонем, близких по акустико-артикуляционным характеристикам. Это вот что значит акустика артикуляционная? Звуки у нас парные согласные, звуки П, В, Ф, да, то есть они похожи, да, но одни звонкие, другие глухие. Тут могут быть нарушения у нас. ФФН представляет серьезное препятствие на пути овладения навыками письма, чтения и является риск-фактором развития дисграфии и дислексии. Об этом мы уже говорили выше у детей школьного возраста. Поэтому логопеды, часто работая над звукопроизношением, естественно, и работают над профилактикой фонетико-фонематического недоразвития при постановке и при автоматизации звуков. Нарушение средств общения ФФН и ОНР являются категориями психолого-педагогической классификации речевых нарушений, отражающими
уровень сформированности языковых средств и позволяющими в соответствии с этим выстраивать логопедическую работу. Так, по выраженности нарушений звуковой стороны речи выделяют легкую, среднюю, тяжелую степень ФФН. Легкая степень характеризуется нарушением дифференциации, только дефектно произносимых звуков. В остальном звукозвуковая структура слова анализируется правильно. Еще одно слово не добавила в наш словарик, это дифференциация. Дифференциация – это развлечение. То есть вот здесь мы нарушение дифференциации, когда, например, ребенок не может различить мягкие звуки твердых звуков в произношении, также в звукослоговом анализе. Не различается звуки, значит, я сказала, мягкие, твердые, звонкие, глухие не различаются. Не различаются, могут с трудом различаться звуки, например, разные, например, свистящие, шипящие, л, р не различаются. Вот это все дифференциация будет. Так, следующая средняя степень ФФН характеризуется более глубокими нарушениями звукового анализа. Отмечается недостаточная дифференциация значительного числа звуков, входящих в различные фонетические группы. В устной речи их артикуляция сформирована недостаточно. Ну и тяжелая степень ФФН характеризуется глубоким фонематическим недоразвитием, когда ребенок не воспринимает звуки на слух, не различает их и не может выделить их в слове и установить их последовательность. И вот следующий как раз выходит у нас фонематический анализ и синтез. Это мы говорим о умственные действия по анализу и синтезу звуковой структуры слова. Вот я вам сейчас сказала, что в тяжелой степени ребенок не устанавливает звуки, например, да, не может синтезировать и выделить звук, например, в слове. Когда мы с детьми, например, занимаемся, мы проговариваем само слово, мы ищем, где находится, какой звук в начале слова находится, в конце слова какой звук находится. Вот это и есть анализ и синтез звуковой. Дальше следующий у нас. Так, фонематический слух – это тонкий систематизированный слух, обладающий способностью осуществлять операции развлечения, узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова. Вот как раз может быть нарушение фонематического слуха, когда ребенок не различает фонемы, но при этом иметь физически нормальный слух. То есть это тоже вот такое нарушение. Так, ну вот тут мы еще затронем экспрессивную речь. Это активное устное и письменное высказывание. Процесс с помощью языка начинается с замысла программы высказывания, затем проходит стадию внутренней речи, обладающей свернутым характером, наконец переходит в стадию развернутого внешнего речевого высказывания в виде устной или письменной речи. То есть экспрессивная речь – это активное речевое высказывание. Этиология – это причина возникновения болезни или патологического состояния. Ну и еще одно слово эхолалия. Непроизвольное повторение слышимых звуков, слов и фраз. Чаще встречается эхолалия у деток с аутизмом. То есть они повторяют фразу, не понимая, например, взрослый обращается с вопросом, и ребенок повторяет этот вопрос. Взрослый говорит слово, ребенок повторяет это слово. То есть он непроизвольно это делает. Вот такой у нас небольшой состоялся логопедический ликбез. Я благодарю вас за внимание. Спасибо вам за то, что вы выслушали меня. Надеюсь, словарик логопедический вам помог. Если возникли какие-то вопросы, можно задавать их либо здесь в чате, либо вы можете также перейти на наш сайт Коми Республиканского института развития образования, зайти задать там вопросы. Можно записаться на консультацию, если возникают какие-то вопросы.
А вот по горячей линии можно записаться на 301 247 или 8 912 191 50 03. И мы окажем вам помощь, в которой вы нуждаетесь, либо дадим какой-то совет. Я благодарю вас всех за внимание. До следующей встречи. До свидания.